80 лет назад забилось сердце, в котором родились сотни стихотворений, посвященных матери и родине. Гирихан Гагиев всю свою жизнь боролся за мир стихами и молитвами, быть причастным ко всему происходящему, оценивать все с точки зрения совести, с которой, по мнению поэта, и начинается дорога к Богу. В этом он видел смысл существования. Гагиев Гирихан Байвахри чувал Бирхана, Хозумоза Яхача Фагец, Хачабир Шлях Хаязяч произведение. Вы бирли вас дегаждилдиш, дох камелхов, дохова езумейнцем поэзии. Гирихан Гагиев родился 14 апреля 1945 года в городе Целинограде. Среднюю школу окончил в 1964 году, уже в Назране. Несколько лет работал в редакции газеты «Путь Ленина». С 1970 года он работает в гостелерадио Чечено-Ингушетии, затем служба в армии. В 1975-м получил высшее филологическое образование. Народный поэт Ингушетии, он автор более 2 десятков сборников. Произведения мастера пера печатались не только на страницах республиканских изданий, но и в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Пионер», «Мурзилка». Мы часами с ним разговаривали о поэзии, о людях. И вы знаете, вот я смотрела на него и все время думала, вот такой глубокий культурный контекст был во всем, что он делал. В том, как он говорил, в том, как он писал, в том, как он воспринимал людей. На одном из совещаний молодых литераторов Идрис Базоркин сказал поэту: «То, что ты пишешь на русском языке, самобытно и свежо. Если ты будешь писать, сохраняя эту самобытность и свежесть на ингушском языке, то это будет большим явлением для ингушской поэзии». Гирихан Аюпович прислушался к совету старшего товарища, благодаря чему ингушская литература обогатилась большим количеством классических произведений. В 1976 году в Грозном проходило выездное заседание президиума секретариата Союза писателей России. И там присутствовал один из великих поэтов Кайсин Кулиев, который подарил свою книгу Гирихану Гагиеву. И там он написал «Восходящей звезде Северного Кавказа». То есть он его сравнил с одним из великих поэтов наших писателей и восходящей звездой. Это в то время, 1976 год. Поэзия – самосожжение души для выработки света. Вот чем литература являлась для Гирихана Гагиева. Такие встречи дают возможность подрастающему поколению по-новому взглянуть на произведения ингушских классиков. Те, кто раньше не был поклонником творчества Гирихана Гагиева, сегодня открыли его для себя по-новому. С его творчеством прям близко не была знакома. Но сегодняшнее мероприятие было очень хорошее, и мне захотелось узнать поближе Гагиева Гирихана. Я узнала, что он очень любил свою родину. Конечно, я читала много произведений Гирихана Гагиева. Мне очень нравится его произведения, его творчество. Творчество объединяет и воспитывает. Сегодня на поэтический вечер приехали и те, кто отдал немало времени на изучение биографии Гирихана Гагиева. Ассистент кафедры ингушской литературы и фольклора Марина Албакова уже давно для себя решила, что тема ее диссертации будет связана с классиком. Этой новостью она успела поделиться с самим автором. Что он мне ответил? А что обо мне писать? Обо мне мало кто писал и вряд ли еще напишет. А материала у меня практически нет, он мне ответил. Но я сказала, что его поэтических сборников мне предостаточно, и о чем писать я сама найду. И далее в этом году состоится защита этой работы в памяти о Гирихане Гагиеве. Мысли, которыми он делится с читателем, задевают за живое, потому что выстраданы им самим. Собравшиеся на творческом вечере желают, чтобы как можно больше людей познакомились с творчеством мастера слова. Кому-то опять нужен адрес поэта. Ну что же, коль нужен, прошу записать я. Голгофа, борение мрака и света, и свежесколоченный крест для распятия. Вот можно сказать, что с каждым стихотворением Гагиев Гирихан, он сходил на этот крест и сжигал свое сердце для того, чтобы осветить всем нам, окружающим, нашу жизнь.
Народный поэт Ингушетии и человек мира 2002 по версии Всемирной ассамблеи общественного признания ушел из жизни 10 лет назад, но память о нем будет жить в сердцах многих поколений, ведь Ингушетия верно хранит память о своем поэте. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.